Каждую творческую личность, кто всем сердцем любит свое дело, рано или поздно одолевает желание поделиться своим видением с миром. Вот и Роза Даурбекова, посвятившая практически всю жизнь фотографии, наконец решилась на первую выставку. Фотокамеру в руки она впервые взяла еще в школьные годы. С тех пор, как мне брат подарил фотоаппарат, а у нас была учительница, которая вела у нас фотокружок, Фаргиева Елизавета Абукаровна, я ей очень благодарна. А зам фотографии, они меня выучили. Вот брат научил печатать, она научила фотографировать. Вот цифровая фотография тогда была, не было, а была катушечная, помните? Вот это черно-белый вариант. Ну, снимали, проявляли сами тогда. Заснеженные горы, багровые закаты и эмоции на лицах. Одним направлением и стилем фотограф себя не ограничивает. Роза Даурбекова не гонится за очевидной красотой. Фотограф запечатлевает только те моменты, которые, на ее взгляд, кажутся ей радостными, счастливыми и красивыми. Например, дети, играющие на фортепиано. Или декоративно-прикладная выставка «Ночь в музее». Или ребята, прыгающие через костер. Безоговорочная любовь к своему делу и свое видение выводит ее на первое место среди молодых коллег по цеху. Заниматься фотографией в нашем регионе стало популярным совсем недавно, а Розу по праву можно назвать первым фотографом-женщиной. Из всего многообразия снимков свой любимый назвать она не может. Портретные фотографии делают чаще детей и стариков, а вдохновляют фотографа природа и пернатые обитатели региона. Я люблю снимать птиц, они очень интересны. Раньше мне казалось, что птица – это только одна птица, воробей в нашем представлении. Но когда начала снимать, мне интересно было узнать, что за птица. И вообще много узнала, как орнитолог уже теперь могу о разных птицах говорить много. И зимородок, и малый зуёк, и большой улит. Что у нас такие птицы есть, я даже не знала. Роза не только подмечает особенные моменты, но и пишет стихи для различных исполнителей, как нашей эстрады, так и российской. Роза увлекается рукоделием, создавая произведения искусства из бумаги, бисера, кожи и ниток. А ее сказки публикуют в детском журнале «Селаат». Она вот до этого дойдет, конечно, мы тогда не верили. Фотографировали. Но все фотографии детские, вот в памяти уже у нас есть, а то бы не было бы. Тогда трудно было, это надо было специально поехать и сфотографировать. Она вообще талантливый человек, она стихи пишет. На ее стихи очень много песен. Первый день выставки, всего 20 минут после открытия, а зал уже полон гостей и посетителей. Здесь не только творческая интеллигенция региона, но и люди разных профессий и возрастов, которые, созерцая прекрасное, находят внутреннее успокоение и отдыхают от повседневных забот. Выставка в юношеском периоде природа охватить фотографу. صدق غزلة وكهار صرت بحاجة ديك شو دوسش حدا قدو غزة قدوش دو حم حغزة دو قدوش حدا قدو قدوش صدق توم بوش خف момент школы. Не смогла оставить без внимания экспозицию и Марет Газдиева, которая вручила автору работ благодарность от министерства. Талант Розы Даурбековой завоюет еще ни одного ценителя прекрасного, считает министр. Я сегодня приятно удивлена, я вообще на самом деле не ожидала, что это будет настолько зрелищно, настолько интересно, настолько красиво и настолько увлекательно, что вот общение с людьми кажется тебе в тягость, тебе хочется скорее смотреть моменты, увидеть красоту, увидеть образы, лица ингушских людей, стариков, детей. В общем, эмоции меня переполняют. Уникальные фотографии, которые останутся на века и которые можно будет, из которых можно будет делать какие-то замечательные выставки и вывозить в качестве презентации нашего замечательного края. Каждая фотография автора отличается своей живостью, только настоящие эмоции и только искренние улыбки. С природой Роза Даурбекова на «ты», потому ей и удается запечатлеть на снимках разных животных. Причем почти все в семье Даурбековых творческие люди. Ее брат и сестра – именитые художники. Сотрудники музея уверены, что это только начало большого творческого пути фотографа. Признание и известность еще впереди, а эта выставка точно не последняя. Творческую семью Даурбековых мы знаем давно. Плотно работаем с ними. Работы Даурбековых, Башира, Ашат, Роза – это визитная карточка всех наших выставок. И внутримузейных, и выездных выставок.
поэтому как бы договориться было несложно. Во время выставки и торжественной части фотограф также не перестает снимать. Эмоции радости, восторга, гордости. Через маленькое стеклышко объектива Роза Даурбекова видит мир полный красок, многогранность которого она еще не раз запечатлит. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.